С наступившим Новым годом, телезрители! С праздником, друзья! В эфире, несмотря на всеобщие каникулы, детская информационная служба «Гора новостей». А у руля событий сегодня Ульяна Илистанова и Реваль Сулейманов. А вот что раскопали среди сугробов и елочной мишуры наши корреспонденты. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков, Алмаз Томас Мраз, Давид Деймур. Группа «Ужгорица» Специально для горы новостей. На календаре уже 4 января. Новости летят как снежинки зимой. Пришло время вас знакомить с самым важным. Новость для сегодняшних старшеклассников, завтрашних студентов. В Уфе представили проект Межвузовского студенческого кампуса. Напомню, что здание IQ Park должны сдать в декабре 2023 года. Визуализация выглядит вот так. Вся территория разделена по квадратным метрам. В ближайшее время архитекторы приступят к проектированию, чтобы в конце 2023 или начале 2024 года приступить к строительству основного здания кампуса. В состав кампуса войдут жилые корпуса для студентов, преподавателей и гостей на более 4000 мест. IQ Парк, аудиторно-лабораторный блок, помещения для торговли и общепита, спортивно-рекреационные зоны и площадки для культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч квадратных метров. На улице Закива-Лиди, рядом с главным корпусом Башгосуниверситета, разместят цифровую библиотеку, коворкинги, офисы студенческих компаний и инновационных предприятий, лаборатории и общественные пространства. Строить кампус будут не в Демском районе, как это планировалось ранее, а на южном склоне реки Белы. Площадку заменили по просьбе университетского сообщества и специалистов. Логично, ведь большинство вузов расположено именно здесь, в центре. И раз уж мы заговорили о науке и новых знаниях, сейчас вы узнаете все о пересаживании комнатных растений. Родители не разрешают заводить домашние животные? Не проблема, ведь можно завести комнатное растение. Но стоит помнить, что оно тоже требует особого ухода, как и любой живой организм. Записывайте, как следить за своим зеленым питомцем. Знакомьтесь, это кактус Валера. Я купила его в обычном магазине, даже не цветочном. Понравился он мне сразу, из-за характера, ведь кактус – это самое неприхотливое домашнее растение. Растения продаются в горшках, не предназначенных для их постоянного обитания. Растения не должны быть в тесном горшке. Корням некуда будет расти. Соответственно, небольшая корневая система не сможет поставлять множество питательных веществ, и при таком раскладе ваш новый друг быстро зачахнет. Я научу вас не только пересаживать растения, но и делать из этого крутой авторский цветочный горшок. Выглядеть он будет примерно вот так. Такую баночку я нашла на кухне. Думаю, у вас тоже найдется нечто подобное. С помощью скотча и вот такого жгута декорируем будущий дом Валеры. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, на дне должны быть отверстия, через которые будут выходить излишки воды. Грунт лучше приобрести в магазине. Не стоит брать землю из ближайшей клумбы возле дома. Вместе с ним вы можете занести домой личинки насекомых, которые будут поедать не только Валеру, но и остальные растения в квартире. При пересадке будьте осторожны, не повредите корни. После того, как кактус перенесен на новое место жительства, хорошенько присыпьте все корешки землей, чтобы растение было плотно зафиксировано в горшке. После обязательно полейте водой. Вот такой домашний питомец теперь у меня есть. Его зовут Валера. Валера, с переездом тебя! Алина Тагирова, Ильнар Бигбов специально для Горы новостей. Алина, спасибо, а Валера крутой. Думаю, в этом году каждый может завести себе такого друга.
Больше друзей в 2023-м! И больше новостей в эфире детской информационной службы. Если вы думаете, куда пойти после 9 класса, то у меня есть хорошая новость. По количеству образовательных организаций Башкортостан в стране занимает первое место. У нас 96 колледжей. Хотя, мне кажется, большинство предпочитает остаться в школе, а после пойти в вуз. Да, ты прав, но тем не менее мы лидеры по среднеспециальному образованию. А прямо сейчас посмотрим интервью с известным человеком, который получил высшее образование не где-нибудь, а здесь, в башкирской столице. Семье нужны деньги, раз-два и готово. Они не хотят слушать, но что в этом такого, что... Уфа – столица русского рэпа. Здесь родились многие исполнители, такие как Моргенштерн, Фейс. Список можно продолжать. Среди таких звезд наш уфимец Алмаз Гатауллин, наиболее известный под псевдонимом Томас Мраз. Еще с детства парня привлекала музыка. На городском музыкальном конкурсе он занял первое место, а в 9 лет поступил в музыкальную школу. В юности записывал свои треки на простой кассетный магнитофон и организовывал тусовки среди единомышленников. А со временем Тома стал сотрудничать с популярными рэп-исполнителями, такими как Фараон, Маркул, Яникс. Алмаз обучался в Уфимской академии искусств по специальности актерское мастерство и режиссура. Режиссерские навыки заметны в его оригинальных клипах. Алмаз, вот ты как профи, какие 3 совета можешь дать начинающим артистам? Обязательно должен присутствовать элемент челленджа в твоей работе, потому что если твоя работа делается слишком просто, и ты чувствуешь, что ты, извините за выражение, халявишь, то в какой-то момент у тебя может пропасть страсть. Ты сам как ощущаешь себя? У тебя чувствуется молодость в твоей работе? Сейчас у меня такой период, когда я хотел бы что-то перезапустить и что-то новое начать, потому что чувствую какую-то усталость, и я разговаривал со своими коллегами по цеху, и многие мои напарники из команды тоже чувствуют, что страсть подутихла. Дарья Шепелева. Алмаз Томас Мраз. Специально для горы новостей. Такие люди вдохновляют. Круто, когда твое творчество признает огромное количество слушателей. Но могу сказать с уверенностью, так было не всегда. Сотни миллионов рублей будет выделено в этом году на программу детского туризма в Башкортостане. Более 11 тысяч учеников 5-9 классов из нашей республики уже приняли участие в программе школьного туризма, которая стартовала в сентябре. Целыми классами ребята выезжали в легендарные места. Планируется, что в 2023 году участниками программы станут более 37 тысяч школьников. Вообще, это федеральный проект, но я с гордостью могу сказать, что Башкортостан в нем стал пилотным регионом. Пилот оказался удачным. Ребята с удовольствием открывают для себя республику. Уфимские школьники побывали в Нуривановском и Белебеевском районах. Ребята из Ишимбая и Салавата в Уфе и Глинском районе. Подростки из Зауралья выбирают Сибай. А прямо сейчас мы отправимся на кухню одного из наших коллег. Он угостит нас вкусным напитком. «31 декабря уже позади, однако если вы хотите вновь почувствовать атмосферу Нового года, я думаю, что приготовить глинтвейн было бы хорошей идеей. В общем-то, что нам нужно для приготовления? 1,5 апельсина. Тут базовый набор специй — это имбирь, кардамон, корица и гвоздика. Плюс еще можно добавить ванильную палочку, если она у вас есть, и, естественно, виноградный сок. Вначале мы добавляем сок. Сразу скажу, что у меня технически 2 литра, но фактически там литров 1,5, потому что я перед съемкой не удержался и, к сожалению, выпил. Теперь мы ложим наши фрукты. Обратите внимание, как я порезал, то есть я порезал вот на такие вот продольные штучки. Это, конечно, выглядит не очень аппетитно, но зато будет очень вкусно. Теперь специи, которые нам нужны. Нам нужна вот такая вот чайная ложка гвоздики, чайная ложка корицы, чайная ложка имбиря. Так, что-то я много взял. И немного кардамона. Главное не забыть черный перец. Я люблю добавлять черный перец. Теперь, когда у нас все готово, мы это все помешиваем. Глинтвейн нельзя кипятить. Это важно. Он должен стать теплым. И вот конструкция, то есть сито и кастрюля. Мы сейчас будем его цедить. Вот мы цедим глинтвейн.
Убираем, так сказать, все ненужное. И вот такой, посмотрите, какой насыщенный, вкусный, благородный цвет у нас получился. Очень вкусно. Вы знаете, в чем секрет телевидения? В том, что если бы даже было невкусно, я бы сказал, что получилось вкусно. Специально для горы новостей Руслан Николаев. Руслан, спасибо, что пустил к себе в гости целую республику. А еще поделился рецептом самого зимнего напитка. А мы продолжим делиться новостями. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года годом педагога и наставника. Это значит, что большое внимание будет уделяться учителям и их наставнической деятельности. Решение президента объявить 2023 год годом педагога и наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы. Так что не забудьте поздравить своих учителей с Новым годом. А прямо сейчас мы получим экспертные наставления по приготовлению полезного фастфуда. Ребята, сегодня я вас научу рецепту полезного бургера. Все же из вас любят фастфуд? Этот соус я сделал из натуральной томатной пасты и йогурта. Эти котлеты мне мама сделала из бабушкиной курицы. Эту цельнозерновую булочку мы обжарили на гриле. Для приготовления нам понадобятся листья салата, помидоры, сыр и зеленый лук. Сейчас мы наконец начнем делать бургер. Это булочки. Вот так, вот так. Густо намазываем нашу булочку соусом. И вторую тоже. Кладем листья салата. Утрамбовываем. Ну, не один, конечно же, ложим, а 2. Сверху кладем котлету. И еще одну котлету. Просто для вкусности. Сейчас ложим сыр. Оп. Оп. Все, 2 сыра. Сейчас по рецепту у нас помидоры. Я взял такие маленькие, потому что они больше мне нравятся. И они меньше места занимают вот в этой такой вазочке. Чуть не забыли зеленый лук. Он с бабушкиной грядки. Вот берем немножко. И закрываем наш шедевр еще одной булочкой. И теперь его можно есть. Вот такой красивый и полезный бургер у нас получился. Ничуть не хуже, чем из новомодного ресторана Ильгам Янгиров и Ильнар Бигбов специально для горы новостей. Отличный совет для тех, кто уже устал питаться салатами. На такой приятной ноте, думаю, пришло время заканчивать наш информационный подъем. С новостями и событиями дня тебя знакомили Риваль Сулейманов и Ульяна Листанова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. С Новым годом!